Друзья, сегодня у нас 29 июля. Я вас приветствую на солнечном пляже Каспийского моря, недалеко от города Махачкала. У нас проходит фестиваль парусных катамаранов производства Кулика Анатолия Павловича, компании Кулик. Вот они пригласили меня на фестиваль осветить это мероприятие. Это наш лагерь, вот моя небольшая миниатюрная палатка, уютная, полная всякого барахла и снаряжения. Ну и вот люди разместились здесь, палатки, все есть, потому что многие приехали на машине. Ну, не многие, а все. Один я прилетел на самолете с минимум вещей. А так, мы в Дагестане. Наконец-то я добрался сюда. Кто знает, я всегда мечтал сюда приехать. Уже очень много лет. И вот, наконец-то, мечта моя сбылась. И очень, на самом деле, интересное мероприятие. Уже вот я здесь нахожусь 2 дня. Прилетел я позавчера. Оно действительно объединяет людей, у которых большая любовь к путешествиям, к природе, вообще к миру. Ну, естественно, к парусному спорту. Вот сюда у нас выставлены. Вчера были пробные заезды, ну такие тестовые, проверить снаряжение, все. А сегодня уже начинается день соревнований. Будут, как мне объяснили, треугольники они называются. То есть мы выходим в воду туда, ну старт с воды, по-моему, не с берега. И дальше там будут уже все капитаны и команды их соревноваться. Кто помнит, кто смотрел наш фильм «Тайна острова туманов», мы ходили в экспедицию на таких же катамаранах, только больше, 13-метровые баллоны у нас были. По сути, у меня тоже есть опыт хождения по морям, ну только на моторе, но тут именно еще пропагандируется любовь к природе и к сохранению ее в чистоте, поэтому минимум моторов только у судейского судна, а так все на парусе. И вот большое разнообразие судов, потому что здесь каждый может применить свое креативное мышление по-своему. Вот есть палатки такие на катамаранах, где-то просто чисто скоростные они, да, вот на ход. Кто-то может вообще жить, путешествовать. Вообще эти катамараны могут причалить, насколько вот я знаю, ну не насколько, мы это испытали уже на себе в экспедиции, почти к любому берегу. По сути, особенно если он легкий, да, то есть его можно просто пронести, и тем самым не нужны никакие порты, и они морские, путешествовать можно везде по морю, да, по всему свету на самом деле. Поэтому вот очень здорово, что этот вид спорта сейчас развивается. И как мне сказали организаторы, вот Елена, супруга Анатолия Павловича, что в советское время было порядка 500 судов участвовали в подобных соревнованиях, но, конечно, в 90-е годы это все у нас, как и многое, разрушилось. И сейчас они начинают возрождать этот вид спорта. Ну, ведь это просто образ жизни, наверное, как я вот уже понимаю, погружаясь в это все. И очень здорово, потому что этот фестиваль проводится уже на ежегодной основе, и как несколько раз в год. Вот сейчас он в Дагестане, да, называется Каспий. Было и на Ладоге, и на Черном море, и на Байкале. Капитаны готовят сюда гонки. Вчера все протестировали, все хорошо? Вчера все протестировали, все плохо. Все плохо? Это уже интересно. Это, как говорится, контент. Ну, исправили? Не знаю, пойдем посмотрим. А, да? То есть только на воде покажет, да, насколько? Только на воде покажем. Как у вас судно готово к выходу? Относительно готово. Ну, как обычно, добавляем что-нибудь. Чтобы оптимизировать? Да, да. Экспериментировать. Да. Экспериментируем, что-то добавляем. Ну, вчерашний заплыв тестовый что-нибудь выявил? Какие-нибудь недочеты? Ну вот, недочеты, не недочеты, но вот решили это добавить. Недочетов-то прямо нет, но удобство управления хочется повысить. Ну, то есть требование к оптимизации, да, какой-то? Да, как бы. Пес-патрон у нас здесь. Привет. Что, извините, я... Ну вот это бушприт называется, он, в общем, такой опциональная вещь для катамарана, но решили его все-таки попробовать поставить. Думали, что... Да, вот эти названия еще надо запомнить. У вас они, наверное, от зубов отскакиваете. Ну, в общем, я-то с этим с детства интересуюсь. А, вы же как клуб у вас, да? Да, Вот, как раз. Ну, клуб-то, в общем, клуб был гораздо позже, чем детство. Ну, в принципе, Ну понятно, да. я к тому, что сейчас вы уже клуб свой детский, да, там у вас Да, и да, да. детско-юношеский. Да, так Здорово. и Спасибо, что вот приобщаете будущее поколение к спорту. стараемся немножко. Это очень, очень важное дело. Надо передавать эту любовь. В целом, походом. Да. Как обстановка? Отличная установка. Отлично, все готово. Конечно, все готово.
Девушки не отстают от мужчин. Это работа нелегкая, Но привычная. но привычная, да. Вы же тоже давно ходите, да, в это все? Ну, кораблик у нас с 21-го года мы приобрели в собственность уже и стали участвовать в соревнованиях. А до этого Женя Горбунов был комендантом на Обском море на регате. И Анатолий Павлович просто давал свое судно диету огромную. Мы хозяйственные дела все делали на нем. Как бы не было необходимости в собственном судне. Здравствуйте, как у вас дела? Как обстановка? Замечательно, готовимся. Прямо такая дрожь по телу проходит от желания стартануть. Вы прям живете этим, да? Живем. Здорово. 9:00, к флагам, пожалуйста, подходите. Сейчас начинается брифинг перед соревнованиями и через час старт. Разврату все готовы. Ну, уважаемые участники фестиваля Ладога. Каспий 2024. Сегодня у нас первый день соревнований. Значит, мы немножко переиначим программу, чтобы нам наверняка провести. Гонку капитана мы не отменяем, но утаскиваем его на после обеда. После обеда ветер разойдется где-то до 5-6 метров в секунду. И это будет для гонки капитана более легче сделать, значит, эту гонку провести, чем вот при таком ветре. Значит, сейчас. Поэтому с утра мы гарантированно проводим 2 гонки по треугольнику. Гонки проводятся по значит, правилам парусных соревнований, которые приняты в Федерации парусного спорта. То есть старт с воды и проходим дистанцию. Пройти поближе к судейскому судну, чтобы они вот это вот не гадали, кто там какой идет номер. Они не привыкли к нашим номерам. Это я иду, за километр вижу, кто идет. И номер не нужен никакой. Я их не знаю ваших номеров. Я так вижу, чувствую. Обогнулись снова левым бортом и финишируйте между судейским судом. А вторая, третья гонка такой же маршрут? Вторая гонка такой же маршрут. Ветер не должен измениться. Если изменится, знак переставят. Вот это лодка. Вот это будет черная лодка. Она тут будет. Наш главный судья. И судейская лодка еще. Все, готовность 5 минут. Мы сейчас должны выйти одни из первых, чтобы поднять флаг для старта. Выходят команды потихоньку. Держи своей стороны. Так, палку мы потеряли. Не надо присприяться, а там отлично не петлю. Я тебе дам колокол. По моему сигналу вызову колокол. Я буду на колокол. Ну что, все команды финишировали. Гонки закончены. Первая часть треугольников. Как успехи? Не последний. Не последние? Это уже хорошо. Радует, да. Ветер хороший, настроение бодрое. Все получается как надо, да? Момент состязательности есть. То есть друг друга обгоняем. Были моменты, да, когда прям Да, впритык шли? Конечно, конечно. Ага, ну здорово. Еще гонка капитана. Вы же капитан? Да. Вам еще сейчас гнаться. Сейчас. Успехов тогда, да. Мгм.
Я Анатолий Кулик, основатель компании одноименного названия Кулик, которая занимается производством разборных надувных парусных катамаранов. Но это случилось не сразу. Сначала я сделал, очень увлекаясь этим видом туризма и отдыха, совершил кругосветное плавание на таком катамаране. И после этого уже как бы у меня вот руки и голова чесались очень сильно в плане их производства, потому что я разобрался в этом деле, кажется, очень досконально. И я сегодня произвожу эти катамараны, чтобы другие люди также могли путешествовать и имели такую возможность. Значит, Федерация спортивного туризма присвоила мне звание «Выдающийся путешественник России». Вот, и я вот здесь как инициатор проведения вот этого мероприятия, фестиваля, посвященного памяти Евгения Гвоздева. Для нас это очень значимая личность. Не потому, что он такой яхтсмен, а потому, что у него вот это была мечта, и он эту мечту осуществил. Осуществил вопреки, вообще-то говоря, всему. Никто в это дело не верил, все на него смотрели, хохотали. И у нас были и миллионеры, и прочие, которые тоже хотели в одиночку пройти, а никому не получилось. А у него получилось. У него получилась первая кругосветка, у него получилась вторая кругосветка. Очень сожалеем, что не получилась третья. Значит, но он хотел умереть в море, он умер в море. Значит, как настоящий моряк. Сюда все приехали на автомобилях. И все эти лодки разборные. Люди привезли свои лодки с собой. 18 лодок представляют 18 регионов России. То есть это вообще вот удивительно, что получилось так, что каждая лодка отдельный город. Значит, прогон капитана полагается провести и удостовериться, что вы все отличные капитаны. Вот, отличные капитаны. Значит, мы проведем эту гонку капитана на сегодня. 25 минут 4-го будет старт. Что капитаны готовятся к гонке. 7 минут до начала предстартовой процедуры. Казань вперед! Первый капитан финиширует. Кто же это у нас? Андрей. О, прям спокойно на берег, красавчик. Белые тапочки. Ну, украшение прям. Такой отрыв и так зашли в Серебряный призер. Красавчик. Сейчас развернем. Идет серьезная борьба, чтобы попасть в первую десятку.
на гонке сегодня. Ребятки, активно, еще одну гоночку. И мы будем молодцы сегодня. Все, на сегодня гонки заканчиваются. Конец коротких гонок. Завтра уже начнутся длительные переходы по 30 километров. Вернее, будет первый переход до лагеря. Это мы живем этим, это будет правильно. Вот как говорят, я покорил гору, я покорил море. Мы не покоряем моря, мы не покоряем горы. Ну как это можно покорить? Покорить это значит заставить на тебя работать, служить. Просто ты себя переборол и поднялся на эту вершину. Ты себя переборол, вышел в море, в океан, прошел через шторм, там что-то. Вот идет преодоление себя, то есть ты борешься с самим собой.